Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Айм Шейкшара». Я и мои коллеги из службы новостей готовы подвести итоги и рассказать о самых важных событиях в стране. Сегодня в выпуске. В Турции продолжают бушевать пожары. Ответственность за поджог лесов в стране взяла на себя группировка «Дети огня», связанная с запрещенной в стране рабочей партией Курдистана. В рубрике «Между жизнью и смертью» мы расскажем еще одну историю пациентов Гудаутского ковид-центра. В Абхазии с рабочим визитом находится бизнес-делегация из Карачаево-Черкесской республики во главе с президентом ТПП КЧР Дианой Хубиевой. Восстановительные работы на Киласурской насосной станции завершились раньше намеченного срока. Через несколько часов вода подступит в дома на улицах братьев Зантария, Чанба, а также к жителям сел Баслата и Дзукта. На юге Турции продолжается тушение 7 лесных пожаров, в том числе в курортных провинциях Анталия и Мугла. В некоторых местах пламя вплотную подступило к жилым кварталам и отелям. Туристов и местных жителей эвакуировали. За последние дни 125 пожаров были взяты под контроль. В их тушении задействованы 16 самолетов, 51 вертолет, 850 пожарных машин и около 5000 сотрудников. Страна получает помощь из разных стран, в том числе из России, Украины, Азербайджана, Испании и Хорватии. Как сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до 10 человек, пострадавших около 900. По словам председателя Федерации абхазских культурных центров в Турции Атанура Акусба, среди пострадавших представителей нашей диаспоры нет. Ранее турецкая проправительственная газета «Иони Шафак» выступила с утверждением, что ответственность за поджог лесов в стране взяла на себя группировка «Дети огня», связанная с запрещенной в Турции рабочей партией Курдистана. Продолжает выпуск рубрика «Между жизнью и смертью». Наша коллега, корреспондент новостей Гугуца Варданя, до сих пор находится в Гудаутском ковид-центре. Она прислала нам еще одну историю. Несмотря на то, что семья, о которой рассказывается в аудиозаписи, старалась соблюдать все меры предосторожности, ее члены все же заразились COVID-19. По той же причине люди с положительным диагнозом на коронавирус, зная об этом, продолжали с ними контактировать. Семья в Гудаутской ЦРБ уже неделю. Женщина уже чувствует себя лучше, чего не скажешь о состоянии здоровья ее супруга. Естественно, соблюдаем маски, все вот как положено. Мы уже сколько вроде держались, но получается, что люди не все соблюдают, поэтому вот это на улице, конечно, заразились. А так надо лечиться, это очень коварная болезнь, которая к нам пришла. Очень надо в это верить и очень надо соблюдать все меры осторожности. Это очень плохая болезнь, пожалуйста. Уже недели две, чуть-чуть постарались дома вылечиться, но не получилось, потом попали в больницу. Мой супруг более тяжелый, он раньше заболел. У него больше поражений пошло. Это очень-очень надо быть осторожным. Что я могу сказать? Это надо следить за этим. И всех призываю, как появятся симптомы, сразу же обратиться в больницу, потому что это самый правильный выход, я насколько вижу. И чтобы было все нормально у всех людей, соблюдать надо обязательно все меры предосторожности. Это очень ужасная болезнь.
В Абхазии с рабочим визитом находится бизнес-делегация из Карачаево-Черкесской республики во главе с президентом ТПП КЧР Дианой Хубиевой. 2 августа делегацию принимали в торгово-промышленной палате Абхазии. Обсуждались вопросы развития взаимовыгодных отношений, в частности, в сфере малого и среднего бизнеса. Кроме того, в рамках встречи ТПП двух республик продлили договор о взаимовыгодном сотрудничестве. Репортаж Эсмы Гуланзе. Торгово-промышленная палата Абхазии продолжает осуществлять различные проекты, направленные на развитие предпринимательской деятельности. Открывая сегодняшнюю встречу с бизнес-делегацией из Карачаево-Черкесии, президент ТПП Тамила Мирсхулава подчеркнула необходимость развивать дружбу и сотрудничество между республиками. Нам, наверное, нужно найти какие-то совместные рецепты для того, чтобы и товарооборот между нашими республиками увеличивался, и дружба только с годами крепла, ну и чтобы экономика двух республик развивалась. Конечно, последние 1,5 года они были непростыми для нас. Непростыми не только для двух маленьких республик, но и для всего человечества. И в первую очередь эти последствия связаны с пандемией. Но я думаю, что вот сегодняшняя наша встреча, она уже говорит о том, что у нас идет взаимодействие на таком доковидном уровне. И я уверена, что бизнесу, инвестициям в первую очередь нужно спокойствие и политическая стабильность. Это то, к чему сегодня Республика Абхазия стремится. Со своей стороны участники бизнес-делегации поблагодарили за теплый прием и выразили надежду на дальнейшие плодотворные взаимоотношения, в частности, в сфере малого и среднего бизнеса. Успехи торгово-промышленной палаты Республики Абхазии мы не понаслышке знаем, что вы развиваете этот сектор очень активно. Так как мы сейчас развиваем активный экспорт, мы хотели бы попробовать, вот это первая наша бизнес-миссия, когда мы хотели бы сейчас начать именно с пищевой промышленности. Я думаю, что уверена, что ваша республика часто закупает пищевую промышленность, и поэтому, думаю, это будет одним из самых таких актуальных направлений. Стороны планируют обсудить возможности сотрудничества в области туризма и экспорта различной продукции, экопродуктов, удобрения для растений, минеральной воды и натуральной косметики. На встрече также отмечалось, что взаимоотношения между республиками носят не только экономический характер. Плохие времена, когда было тяжело Абхазии, это 92-93 год. Представитель нашей фирмы предоставлял гуманитарную помощь братскому народу Абхазии. Это не реклама, это я просто говорю. Это муку дадим, макароны дадим. Я лично знаком очень хорошо с Абхазией. Производил гуманитарную помощь в 2019 году в городе Ткварчал. Это и есть братские отношения, и мы рады, что вы нас так принимаете. И вот коллеги сказали, очень рады будем, когда вы к нам приедете, мы вас примем, очень будем рады. В завершении встречи руководители торгово-промышленных палат Абхазии и Карачаево-Черкесии продлили договор о взаимовыгодном сотрудничестве. В соглашении стороны пообещали способствовать развитию и укреплению экономических взаимоотношений между предприятиями и организациями двух республик. Эсма Гуланзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии организована экспозиция «Летняя галерея», сообщила директор выставочного зала Эльвира Арсалия. Экспозиция состоит из работ современных абхазских художников в разных жанрах: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. В связи с действующими ограничениями по коронавирусу, запрещающими работу объектов культуры для желающих увидеть экспозицию и приобрести понравившиеся работы, был разработан специальный режим посещения. Посещение выставки возможно только с использованием средств индивидуальной защиты. Допускается одновременное нахождение в зале не более 5 человек. Запрет на посещение распространяется на посетителей с респираторными заболеваниями и на организованные экскурсионные группы. Экспозиция будет доступна до 1 сентября.
Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии оказали содействие администрации Сухума в установке ограничительных буев в зонах купания городских пляжей. Около 50 буев размещены в море вдоль набережной Диаскуров до поворота на Маяк. Буи находятся на расстоянии от 30 до 50 метров от берега в зависимости от глубины воды в ограничительной зоне, выделенной для купания. Восстановительные работы на Киласурской насосной станции завершились раньше намеченного срока. По словам заместителя начальника департамента ЖКХ Руслана Авицба, резервуары уже заполняются, и через несколько часов вода поступит в дома на улицах братьев Зантария, Чанба, а также к жителям сел Баслата, Дзукта и частично района Турбазы. Восстановление 120-метрового напорного водовода диаметром 50 сантиметров на Киласурской насосной станции началось 29 июля. Водовод, проложенный через реку, был смыт в результате подъема воды на реке Киласур 27 июля. Уровень воды не позволял начать работы раньше. Также была подмыта дорога к месту проведения ремонтных работ. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидромедцентра, во вторник, 3 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Высокий уровень ультрафиолетового излучения. Температура воздуха ночью плюс 20-25, днем плюс 27-32. Температура морской воды плюс 27 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.